Современный молельный дом исповедующих иудаизм в Уфе находится в здании Еврейского культурного центра, построенного в 2008 году. Кроме синагоги, здесь имеются детский сад, гимназия, спортивный зал, музей памяти жертв Холокоста, бассейн для ритуальных омовений, благотворительная столовая, медицинский центр и редакция газеты «Еврейская душа». Центр работает под руководством раввина Дана Кричевского. Первая синагога в Уфе была построена в конце XIX века по улице Гоголя. Ранее она носила название Ханаковской в честь губернатора Оренбургской губернии Ханукова Якова Владимировича. Место молельного дома было выбрано не случайно. Именно на этой улице до революции селились большинство еврейских семей. В основном они зарабатывали на жизнь врачеванием, торговлей. Среди них также были мастера-часовщики, дантисты, ростовщики. В синагоге они совершали иудейские обряды и ритуалы. В судьбу первой синагоги вмешалась революция. Здание было передано НКВД. Чтобы сберечь от уничтожения, религиозные книги были закопаны верующими в еврейской части Ивановского кладбища. В 1935 году синагогу перестроили, и в ней разместился Русский драматический театр. После того, как театр переехал в новое место, здание передали Башкирской государственной филармонии. По сей день филармония ведет здесь свою деятельность. Новый центр евреев в Уфе стал одним из самых крупных центров в Европе, несмотря на то, что он открыт для посетителей. Поведение в нем строго регламентируется. Например, сюда необходимо приходить в соответствующей одежде. В субботу и праздники нельзя входить со включенными телефонами или другими гаджетами. Следует отметить, что служба в синагоге ведется на иврите с переводом на русский язык. В Еврейском культурном центре проходят Дни еврейской культуры. Отмечаются религиозные и светские праздники. Башкортостан – многонациональная республика, где почти 5000 евреев прекрасно соседствуют с русскими, башкирами, татарами, чувашами, немцами, марийцами, белорусами и другими народами, при этом сохраняя свою самобытность. Ее жители по праву могут гордиться, что здесь живут бок о бок представители разных национальностей и вероисповеданий, в мире и согласии, не забывая историю края и уважая друг друга.